А на совещании по вопросам строительства соцобъектов республики в Рио глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов заявил, что кадровый дефицит узких специалистов, наблюдающийся в различных сферах жизнеобеспечения общества, будет устраняться в Ингушетии путем проведения конкурсов и привлечения профессионалов, имеющих строго профильное образование и соответствующий опыт. Так, по словам заместителя руководителя регионального Минстроя и главного архитектора Ингушетии Лидии Плиевой, сейчас только 2 из 9 муниципалитетов республики имеют в структуре административного аппарата штатного архитектора. Кроме того, руководитель региона высказался за вывод отдела архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава Минстроя республики. Получается, сами строим, сами проверяем. Министерства и органы инспекции не должны быть аффилированы, подчеркнул Махмуд Али Калиматов. По архитекторам, по этим, пожалуйста, можете за моей подписью даже, я вам подпишу, значит, на конкурсной основе, это правда штучный человек. Это правда архитектор. И второе, больше вам скажу, у меня просьба, если есть усовершенствованные курсы при МАРХИ или где-то еще, закладывайте прям вот для этих людей сельских, потому что, где-нибудь он там будет в Сунже работать или там в Назране. Он, конечно, движется-то вперед, и программа, и все стройки уже делают в компьютере. Поэтому, если нужно, даже будем закладывать деньги, отправлять их учиться, но в каждом районе и городе. Я вам больше скажу, раз вы такой опытный человек, создавайте комиссию, 3-5 человек, докладывайте председателю правительства. Слушайте, архитектор, если его не будет, поэтому очень серьезно займитесь этим. Я прошу, председатель правительства, докладывайте, мне, если нужно, он доложит. Но мы поспособствуем, чтобы эти люди вернулись, мы им создадим условия. Главный архитектор, у него должен быть очень хорошее помещение, он должен подобрать себе людей, он должен знать каждую стройку, понимаете? Он должен, где коммуникации проходят, где нельзя строить, где нельзя копать. Везде надо стояли, чтобы знаки, копать нельзя. Это все он дает, все изучает. И когда даже кто-то хочет построить там школу, архитектор приходит, а он говорит, не-не-не, нельзя. Здесь коммуникация, труба 200 идет, там у нас ФАПСИ провод идет, здесь у нас будет когда-то строиться это. Сейчас вот как архитекторов, следующий этап будем всех специалистов, кто захочет, на конкурсной основе принимать будем. Всех специалистов, и строителей, и финансистов, и экономистов, всех, кто нужно. Природы и тому подобное. Потому что если брать, у нас маленькая же республика, добрая республика, народ самый светлый. Также в ходе рабочей встречи Махмуд Али Калиматов акцентировал внимание участников совещания на необходимость следования нормам законодательства при проектировании, строительстве и экспертизе. В частности, он рекомендовал ответственным лицам проверить проведенные на подряды по строительству социальных объектов торги на соблюдение принципов честной конкуренции. Напомним, по данным правительства республики, всего на 2019 год запланировано строительство 41 объекта социальной инфраструктуры. Среди них школы, детские сады, учреждения здравоохранения. По состоянию на июль 2019 года по 35 из них определены исполнители. По остальным 6 Минфином Ингушетии проводятся процедуры электронных аукционов. Давать реальную картину. Реальную картину. Каждый дом должен быть обследован, акт должен быть правильный. Строго в рамках действующего законодательства, регулирующее тендер, право, закон есть, регулирует строительство. Все это расписано. Все расписано. Алгоритм есть. Значит, вот мне нужно, вот эти все детские сады, мне тендер, справки, короткие справки мне, только с названиями фирм, организаций, фамилий, все полностью. Сегодня мы строим, и все говорят, хорошо, а я хотел бы, чтобы было лучше. Вот давайте, вот у нас позиция такая. Значит, вся наша деятельность, да, она не ради нас. И мы с кармана эти объекты не строим. Все вопросы, которые я сказал,
все объекты, которые я сказал, мы будем... Теперь я начну выезжать, смотреть. Требования у меня те, которые параметры я говорю, они не изменятся ни от чего. Не от того, что там изменится погода, начальники. Просто если хотите работать, работайте.